Для тебя я плюю. И это делает меня Богом? Не позорься передо мной. Думаю, Дэвид сказал сегодня несколько постыдных заявлений к завершению своей карьеры. Я имею в виду, если быть честным с вами, то после 20 лет изучения ислама ты пришел к такому выводу. Ты не знаешь не только арабского, но и иврита. И ты совершаешь большую ошибку, пытаясь интерпретировать библейский текст таким образом. Он говорит, что это Иисус. Это называется этимологической ошибкой. Он, как вы знаете, упоминается как Иммануил и так далее. Бог с нами. Но Илья тоже. Что означает Илья на иврите? Бог с нами. Так что если это делает Иисуса Богом, то Илья тоже Бог. Мы идем дальше. И, честно говоря, я даже Евангелие от Иоанна не считаю полностью авторитетным. 95-й год нашей эры. Это довольно поздно. Он говорит, что Аллах... И он здесь говорит, что молится пророку. Аллах молится. Люди спрашивают, если Иисус Бог, то почему Он молится? Я должен напомнить им, что мы приверженцы триединства, и для сына вполне имеет смысл говорить с Отцом. Гораздо меньше это имеет смысла в исламской концепции Бога, когда молится Аллах. В суре 33, стихе 56 Корана мы читаем: «Воистину Аллах и Его ангелы молятся за пророка». О, те, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте миром. Аллах и Его ангелы молятся за пророка. Переводчики пытаются скрыть это, переводя как Аллах и Его ангелы благословляют Его, проявляют милосердие или восхваляют Его. Проблема здесь в том, что там написано, что Аллах совершает салах. И вы знаете, что это значит. Вы знаете, что в арабском языке есть и другие отличные способы произнести все эти слова. Каждый арабоязычный человек в мире знает, что салах означает молитву. И там написано, что Аллах совершает салах. Так кому же молится Аллах? И он здесь говорит, что молится пророку. Молятся за пророка. Молятся за пророка. Есть разница между... На арабском языке. Я знал, что это произойдет. Я знал, что это произойдет. Я знал, что сегодня мне придется провести бесплатный урок арабского языка. И именно поэтому переводчики написали «молятся за», а не самому пророку. Ты не знаешь, что означают эти слова по-арабски. Не говори салах. Перестань, пожалуйста. Не позорь себя. Ислам обожествляет Мухаммеда. Когда Мухаммед сплевывал, его спутники бросались собирать плевки и обтирали ими свои лица. Они изо всех сил старались сохранить использованную воду от его омовения. Если с его головы падал волос, они бросались за ним. После битвы при Ухуде сподвижники Мухаммеда, человек по имени Малик, к примеру, собрал кровь, которая текла из раны Мухаммеда, и выпил ее. Мухаммед сказал ему, что огонь никогда не коснется его. Так нельзя обращаться с тем, кого считаешь простым человеком. И тогда он говорит: пророк, они пытались вырвать у него волосы, плевок и все остальное. Хорошо, но если ты думаешь, что плевок в кого-то делает тебя Богом, что ж, это именно то, что подразумевается. И я удивляюсь, почему ты считаешь, что каждый второй стих Библии подразумевает, что Иисус был Богом? Потому что для тебя я плюю. Делает ли это меня Богом сейчас? Я имею в виду, не позорься передо мной. Суть в том, что Мухаммед всего лишь человек. Мухаммед всего лишь человек. Когда вы видите, как относились к нему его последователи, становится ясно, что он был для них гораздо большим, чем просто человеком. Когда обычный человек идет по улице и сплевывает, вы же не говорите: «О, я должен растереть это по своему телу». Но так поступали сподвижники Мухаммеда. Если с головы нормального человека упадет волос, вы же не скажете: «О, мне нужно это взять». Нужно сохранить его. Если у кого-то идет кровь, то это кровь обычного человека. Вы же не скажете: «Эй, дай-ка я возьму эту текущую кровь и выпью ее». Но это было приемлемое поведение для Мухаммеда и его последователей. И что, если бы вы увидели, что кто-то это делает? Если бы я сказал: «Эй, где-то в Южной Америке» или что-то в этом роде, и у них там есть парень, и всякий раз, когда он сплевывает, они размазывают это по лицу. Всякий раз, когда он моется, они собирают воду, чтобы натереть ею себя. Всякий раз, когда у него идет кровь, когда он режется, они пьют ее. Вы скажете: посмотрите на это идолопоклонство, посмотрите на это язычество. Именно такое отношение Мухаммед ожидал от своих последователей. И по какой-то причине, если это происходит в исламе, то это все равно остается чистым монотеизмом. Конечно, сегодня никто не может пить кровь Мухаммеда или мазать лицо его слюной, но мусульмане по-прежнему обращаются непосредственно к нему в своих молитвах. В большинстве случаев, когда мусульмане молятся, они произносят слова, обращенные к Аллаху.
Но есть часть их ежедневных молитв, где они говорят: это не значит, что Бог, пожалуйста, благослови Мухаммеда. Это означает «мир тебе, Мухаммед». Они так говорят, они смеются, но обращаются непосредственно к Мухаммеду в своих ежедневных молитвах. Они обращаются непосредственно к Мухаммеду в своей ежедневной молитве. Это предполагает, что он может слышать их. И так как он слышит их по всему миру, то в таком случае он должен быть вездесущим. Интересно для простого человека, как он. Он сказал, что это означает, что он ходатайствует, потому что это повествовательный наклон. Мы говорим это ребенку каждый раз. Это повествовательный наклон. Однако давайте не будем говорить, что это повествовательный наклон. Давайте дадим это ему. Он говорит, что это должно быть означает, что пророк Мухаммед вездесущ. Да, он вездесущ. Давайте повеселимся с ним сегодня. У Бухари есть хадис, в котором говорится, что всякий раз, когда один человек совершает, что означает благословение и хвала пророку. Благословение пророку. Ангел несет это и отдает ему. Это не значит, что он слышит всех повсюду. Ангел передвигает это повсюду. Он говорит что-то, что на него ссылаются как на слово Аллаха. Должно означать, что он божественен. Хотя в Коране ясно сказано, что он не божественен, и это не является ошибкой. Он божественен. Ты повсюду путаешься. Ты везде путаешься. Это смущает. Определяется в главе 3, стихе 58 Корана, где Аллах говорит: Он сказал ему «будь», и он стал. В Коране это слово определяется как «будь». Итак, Аллах говорит «будь», и все происходит так, как Он сказал. «Будь с Адамом», Он сказал «будь с Иисусом», и он был таким. Я сказал, что ислам случайно обожествляет Иисуса, потому что Иисус — это слово Аллаха и Дух от Аллаха. Важно помнить, что это два вечных существа, творящих с Аллахом, Его Слово и Его Дух. Вот что интересно. Мухаммед Хиджаб сказал, что Коран называет Иисуса Словом, потому что Аллах сказал «будь», и Он был. Итак, Аллах сказал «будь», и Он был, и это делает Его Словом Аллаха. Это очень интересно. Потому что, согласно главе 16, стиху 40 Корана, именно так Аллах создает все сущее. Именно так Аллах создал меня. И так Аллах сотворил меня, сказав «будь». И согласно Мухаммеду Хиджабу, именно так вы можете идентифицировать кого-то как слово Аллаха. Что это значит для меня? Согласно Мухаммеду Хиджабу, я слово Аллаха. Так что если вы отвергаете то, что я говорю, если вы будете отвергать все, что я скажу до конца этого дня, вы будете виновны в том, что восстали против слова Аллаха. Он говорит, что в Аравии есть 7 планетарных объектов и что-то подобное. Я имею в виду, как ты можешь судить об этом? Во-первых, у тебя нет ссылок на это. Я не видел ссылки. Ты не сказал: да, я даю ссылку здесь. Там говорится о Бухари. Даже если у него есть ссылка, откуда вы знаете, что эта практика возникла из-за этого, а не из-за Авраама, в конце концов? Авраам есть даже в Ветхом Завете, да? Он существовал до Иисуса. Хотя у вас, знаете ли, есть физический Иисус. И он был там, в пустыне. Что касается ислама, то его основные обряды позаимствованы у язычников Мекки. Обратите внимание, в мусульманских источниках вы можете прочитать, что язычники ходили кругами, целовали черный камень и так далее. Вы также можете прочитать, что они верили в эти 7 планетарных божеств, которые вращаются вокруг Земли. То есть вы можете прочитать все об их поклонении. Если вы хотите поместить это в ислам, вы должны поверить в то, что Авраам придумал ходить 7 кругов, а затем язычники в какой-то момент неправильно истолковали это и начали ходить 7 кругов вокруг Каабы по совершенно другой причине. Так что вам придется в это поверить. А что касается черного камня, то что ж, это был черный камень, а потом он стал частью их языческого культа, а затем был возвращен обратно. Но имейте в виду, что это камень, у которого появятся глаза и рот, и вы будете целовать его.